Так, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые. Валерий Владимир Иванович, Ассоциация оборонных предприятий. У меня есть свой транспорт, но в последнее время из-за проблем с парковками я очень много, до 70% пользуюсь общественным транспортом. И просто прекрасно понимаю, что сейчас мы опять взялись не с той стороны. Мы решаем проблему, которая на самом деле не является проблемой. Проблема в том, что общественный транспорт уничтожен, но он не существует. Вспоминая предыдущую администрацию, вспомним, да, господин Давыдов говорил, вот еще немного, вот еще чуть-чуть, и у нас все, мы выйдем на уровень рентабельности. Давайте сдадим там трамвайные, троллейбусное депо в аренду, сдали. Центр управления общественным транспортом Красная и Ленина сдано, там одни коммерсы сидят. На трамвайном троллейбусном депо, там какой-то фермерский рынок и так далее. А где рентабельность? Где эти все деньги, которые должны пойти в общественный транспорт? Неизвестно. С большой помпой. Эта же администрация закупила, помните, дорогущие скандинавские автобусы. Кто видит их сейчас, да не сейчас, их уже лет 5 не видно. Куда они делись? Куплены на наши деньги. Валерий Иванович, вы уточните, какие скандинавские автобусы? Вы знаете? Скания. Сканию кто покупал? Это 5 лет назад несколько штук. Понятно. Они есть. Нет, они есть. Ну, вы знаете, не видно их. Ну, 5 штук. Ну, где они ходят? Озвучьте, пожалуйста. Мы специально посмотрим, что вы... Валерий Иванович, вы вначале сказали, допустим... Так вот, я продолжаю по поводу этого проекта. Прозвучала фраза о том, что существует хаос. Кто этот хаос допускает? Есть управление городское, есть управление транспорта. Просто хочется понять, почему у нас не контролируется вот эта выдача этих маршрутов, которые создают этот хаос. Никто не контролирует работу этих маршрутов, которые действительно не приезжают. В начале остановки там в 3 ряда встают, и общественный транспорт подъехать не может. Хотя его достаточно редко, но тем не менее. Вечером, если я раньше всегда четко знал, что после 11 я всегда домой доберусь, независимо от места, района. Вот сейчас после 10 часов транспорта нет. С Комсомольской площади на ЧМЗ идет масса маршрутов, мы все до Юрузаны. Как дальше люди поедут? Кто-то едет в промзону на работу, на ночную смену, кто-то возвращается домой, кто-то из гостей еще что-то. Транспорт туда не ходит. Добраться даже с центра, с улицы Свободы, куда-то на МЗ, в центр, в сторону Юргу, невозможно, транспорта нет. Поэтому вот сейчас то, что мы обсуждаем, это тоже просто перетасовка существующих маршрутов. Но нет решения, нет предложения по действительно обеспечению. Что такое общественный транспорт? Ладно, пусть это недоходная статья, но по крайней мере она себя всегда окупала в любом нормальном муниципалитете. У нас это транспорт, который, к сожалению, сгибается, сужается. Заходишь днем в троллейбус, 2 человека сидит. За счет чего планируется увеличивать транспорт там, с 200 до 250, там, с 300 до 320? За счет чего? На сегодня транспорт настолько убыточен, потому что ну там как музей. Заходишь, или 1-2 человека. Поэтому, прежде всего, вот, да, была какая-то цитата у господина Нацаевского по поводу там, Казани. Может быть, но по крайней мере, вот эта ориентировка, не равняйтесь на столице. Вы знаете, наш пространство, прежде всего, столицы. Потому что там очень показательно все это. Там смотрят все. Там смотрит страна, там смотрят иностранцы. Там делают все на высшем уровне, там делают все перфектно. У нас почему-то стоит табу. Не равняться на столицу. Это при том, что у нас настолько проблематична проблема общественного транспорта. Это на учебу, на работу, с работы, в больницу, в институт, в школу, дети и прочее. Все, у нас только общественный транспорт. Даже старики, которые отдавали предпочтение общественному транспорту, даже они сейчас не ждут, потому что ждать троллейбус бесполезно, может где-то раз в полчаса. Потому что это стало достопримечательностью, это стало реликтом. Любой город стремится создать общественный транспорт, но не может, потому что это огромные затраты для бюджета. У нас это создано, просто поддерживаем. Не надо больших вложений, поддерживаем